Добрый вечер. В прямом эфире сразу по 3 телеканалам совместные агитационные мероприятия к выборам депутатов Государственного собрания Ил-Тумен Республики Саха-Якутия. Единый день голосования, напомню, намечен на 9 сентября. Меня зовут Влад Давыдов. Позвольте представить сегодняшних участников. Их должно было быть 3, но партия социальных реформ сегодня не участвует. Это значит, что его время делят между собой присутствующие сегодня участники в этой студии. Это Изабелла Мухаплева, партия «За справедливость». И Федот Тумусов, «Справедливая Россия». Добрый вечер. Приветствую вас обоих и начинаем разговор. Тема звучит у нас следующим образом: как повысить качество медицинских услуг в республике. Первый раунд – это ваше мнение по поводу этой темы. Что вы думаете об отрасли медицины в целом, в каком она состоянии, как надо развивать медицину в Якутии? 1 минута у вас на первый ответ. Изабелла Николаевна, пожалуйста, минута. Человечество перешагнуло в 21 век, но болезни победить невозможно некоторые. Очень много аллергии, очень много новообразований, так называемый рак органов очень много. Это уже переходит в детские, значит, она как бы умалаживается, этот возраст. Поэтому я так думаю, что медицина должна в корне изменить, не поставив именно медицину и бизнес в одно именно русло. Потому что во многом сейчас, мне так кажется, как врачу, поставили как бы жизнь и здоровье человека в меньшей ступени, чем нанотехнологии и новые инновационные мероприятия, которые даются для того, чтобы уздоровить и оздоровить человека. Спасибо. Федот Семенович Тумусов, «Справедливая Россия». Ваша минута. Качество медуслуг в республике. Что вы обо всем этом думаете? Пожалуйста. Дорогие якутяне, добрый вечер. Если мы в интернете наберем заявленную тему обеспечения качества медицинских услуг, то на сайте госуслуг или там на сайте медицинского страхования мы увидим исчерпывающие ответы на эти вопросы. Но это на бумаге. А как в жизни бывает? В жизни, если мы хотим записаться на прием к врачу, зачастую бывает, вот через неделю приходите. Или человек из района получает квоты и приезжает в наш национальный медицинский центр, и ему говорят: да, все хорошо, но надо заново пройти обследование, и это надо делать в течение 2 недель. Но если платно, то можете сейчас. Почему так происходит? И кто виноват? Врачи, однозначно я говорю, врачи и медицинские работники не виноваты. Виновата система, которую создала Единая Россия. Об этом мы будем говорить. Спасибо. Следующий вопрос. Какие изменения в здравоохранении вы считаете первоочередными, которые должны быть предприняты прежде всего и в первую очередь? Изабелла Николаевна Мухаплева, партия «За справедливость». Вы начинаете, 2 минуты. Как я доктор, как я стоматолог, я смотрю именно со стороны, как бы скажем, стоматологов. В общем-то, если взять медицину, в общем-то, тут надо где-то все-таки сделать такой вывод. Если мы хотим начать именно хорошую медицину, то есть мы должны вообще исходить из глубин, то есть это называется те ФАПы, которые находятся именно в улусах, с их переоформлением, то есть как они должны быть, как бы скажем, как бы скажем, сколько много у них лекарственных препаратов, какие у них, значит, первичная помощь оказывается именно тем людям, которые этого хотят. Потому что, так как я услышала вчера, это было совершенно непонятно. С Верхневилюйска, с одного села, женщина мне позвонила и говорит: у нас, когда приезжает именно фельдшер для того, чтобы именно помочь человеку, у него нет лекарств именно в этой вот медицинском, скажем, снабжении, в котором есть, потому что у них нету никаких лекарственных препаратов.
Вот это вот важно знать. И, во-вторых, значит, профилактика должна быть работать, потому что без профилактики медицина никак невозможно. Потому что если мы не профилактируем никаких вот именно болезней, которых стоят по очередности, имеется в виду, да, по республике, так как мы живем именно в каком климате, резко континентальном, да, именно, там вот с чего я хочу начать. С садиков прямо должны быть у нас профилактические меры, школы, и потом уже, как бы скажем, как я со стороны женского организма я смотрю вот это. Спасибо. Федот Семенович, что вы думаете, какие изменения должны быть первоочередными в здравоохранении Якутии? Пожалуйста, 2 минуты. В последнее время, к сожалению, престиж профессии врача, или, как говорят, рейтинг уважения к врачам очень низко упал, как никогда это не было. Значит, на самом деле у нас очень хорошие врачи и медицинские работники. Реально ангелы в белых халатах. Вся беда в том, что медицину, здравоохранение правительство Российской Федерации во главе с лидерами «Единой России» переводят на принципы бизнеса. То есть за все платится, за нормативы, за посещение, за количество больных и так далее. Это абсолютно неправильно, и это надо поменять. Для этого надо поменять законодательную базу. И лично я, «Справедливая Россия», внесла 2 законопроекта. Первый законопроект, соответствующий с Конституцией Российской Федерации, у нас в государственных и муниципальных лечебных учреждениях должно быть бесплатное медицинское обслуживание. А на самом деле сегодня она половина платная, половина бесплатная. Поэтому это должно быть бесплатное. Первый законопроект касается именно бесплатности в государственных и муниципальных медицинских учреждениях. В остальных, частно, пожалуйста, платные. Второе. Вот так называемые медицинские страховые компании, они просто паразитируют. Они являются элементарной прокладкой между бюджетом и медицинскими учреждениями. Они просто паразитируют на этом, они на самом деле ничего не делают, и поэтому их надо ликвидировать и функции передать фондам медицинского страхования. Такой законопроект «Справедливой России» разработан и внесен на рассмотрение Государственной Думы. Если мы добьемся того, чтобы в государственных муниципальных учреждениях обеспечить конституционное право бесплатной медицинской помощи, второе, ликвидируем страховые компании, это 50 миллиардов рублей, тогда мы создадим совершенно новую структуру организации здравоохранения. Тогда мы начнем реформу, которая направлена конкретно на человека, на пациента, на благо пациента, гражданина Российской Федерации. Спасибо. Поговорим о доступности медицинских услуг. Как вы думаете, что поможет сделать доступной, качественную медицину на всей территории республики? Изабелла Николаевна Мухоплева, пожалуйста, ваши 2 минуты. Насчет качества медицинских обслуживаний мы все-таки исходим из того, как наши специалисты подготовлены, имеется в виду те же ангелы в белых халатах. Для того, чтобы увеличить, значит, скажем, качественное именно обслуживание человека, мы должны обязательно всех врачей, докторов, которые работают именно в предприятиях, на предприятиях, на госучреждениях, их своевременно отсылать на учебу. То есть получается, что наши доктора, большинство не обучаются в других, значит, центровых вузах, переучивание, то есть не получают они, как показывает практика, ездят только одни и те же. Как я проработала в государственном учреждении, муниципальном предприятии, там у нас такая вот тенденция была. Поэтому, пожалуйста, тех, значит, и улусников тоже тех же посылать надо для того, чтобы они переучивались. Потому что так же, как и когда взять вот стоматологию, она не стоит на месте. Она каждый день, у них меняется. У них меняются даже и препараты, и лечебные препараты, и какие у нас могут быть и осложнения при получении тех же препаратов, то есть, да, при лечении даже простых кариесов, простого вот осложненного, значит, пульпита. Поэтому тут надо, конечно, очень хорошо всем, значит, вышестоящим главным врачам, замглавных врачей все время отсылать на учебу. И чтобы наши тоже, да, вот мединститут, который у нас вот при Северо-Восточном федеральном, значит, да, они должны тоже переобучивать тоже
чтобы было постоянное обучение наших докторов. Спасибо, Федот Семенович. Доступность медицинских услуг на всей территории Якутии. Что вы об этом думаете? Буквально несколько дней назад я встречался с очень большим начальником правительства нашей республики Саха-Якутия, и мы обсуждали проблемы развития здравоохранения. Проблем много. Но вот мы начали ставить приоритеты. Что самое главное сегодня, на сегодняшний день, главная проблема? Большой начальник из правительства республики Саха-Якутия говорит так: да, вот перинатальный центр мы здесь в Якутске построили, должны построить онкологический центр, кардиологический центр, все это хорошо. А все остальное, значит, там вот то, что в районах, ФАПы, участковые больницы, это вторично. С этим я категорически не согласен. В первую очередь мы должны прийти к людям, там, где люди живут. Вот даже президент Российской Федерации Путин Владимир Владимирович, он признал ошибки так называемой оптимизации и поставил задачу: в каждом населенном пункте должен быть ФАП, участковая больница. Если там мало населения, то должны прийти мобильные медицинские комплексы. Про это я впервые сказал в масштабах России еще 9 лет назад. И вот мы 9 лет боролись, и мы уже как бы переломили ситуацию, и «Справедливая Россия» переломила ситуацию, и сейчас руководство страны разрабатывает новую программу развития здравоохранения, и она начинается именно с мест фельдшерско-акушерских пунктов, участковых больниц. Там должны быть первоклассные, хорошо оборудованные, хорошими специалистами. На селе вот на 40% не хватает врачей, чем в городе. И люди на 17% чаще умирают. Потому что вот первичная медицинская помощь, она не налажена. Мы там должны наладить. Конечно, должны быть центры высококлассные, высокотехнологическая медицина. Но должна быть связь, телемедицина. Недавно мы приняли закон о телемедицине. И вот эту связь установить, вот тогда, значит, мы обеспечим доступность медицинской помощи конкретно на местах, и тогда мы создадим системы для того, чтобы оказать своевременную помощь, спасти людей, наших граждан Российской Федерации и Республики Саха-Якутия. Спасибо. Уважаемые участники, заключительный раунд. У вас будет по 1 минуте для того, чтобы обратиться к жителям республики в преддверии выборов. Итак, Изабелла Николаевна Мухоплева, партия «За справедливость». Ваша минута обращения к якутянам. Пожалуйста. Так, от всей нашей партии, от партии «За справедливость», всех призываю, всех думающих и неравнодушных, в особенности молодежь, которая является нашим будущим, 9 сентября прийти на выборы и проголосовать за нашу партию «За справедливость». Партия «За справедливость» будет добиваться справедливости во всем, везде и для всех. Голосуйте за партию «Справедливая Россия», которая стоит под номером 1 в бюллетене. Спасибо большое. Благодарю вас, Федот Семенович Тумусов, партия «Справедливая Россия». Ваша минута для того, чтобы обратиться к жителям Республики Саха-Якутия. Пожалуйста. Күнде сағамдена. Дорогие якутяне, партия «Справедливая Россия» имеет конкретную, целенаправленную программу развития здравоохранения в Российской Федерации и у нас в Республике Саха-Якутия. И она конкретно начинается с улучшения медицинского обслуживания конкретно на местах, в каждом селе, в каждом районе. И я возглавляю экспертный совет фракции «Справедливая Россия» в масштабах страны. И в этот экспертный совет входят крупнейшие ученые страны. И наша программа очень хорошо воспринимается руководством страны. Президентом Путиным Владимиром Владимировичем я уже про это говорил. Поэтому мы имеем твердую основу и твердые планы для того, чтобы улучшить нашу с вами жизнь, чтобы каждый гражданин нашей республики прожил до 80, до 90, до 100 лет. И это мы можем сделать. Поэтому голосуйте за нас, за справедливую Россию, и тогда вы с вами не ошибемся. За справедливую Россию. Спасибо. О качестве медицинских услуг в республике рассуждали сегодня гости у нас в студии от партии «За справедливость» Изабелла Мухоплева и от партии «Справедливая Россия» Федот Тумусов. Спасибо вам за участие. Ну, уважаемые телезрители, я вам еще раз напомню, что единый день голосования назначен на 9 сентября. До этого времени каждые будние дни с понедельника по пятницу будут идти совместные агитационные мероприятия на наших 3 телеканалах и на радио. До встречи в эфире.